Ну, например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство, и в то же время есть достаточно большое количество. Раньше такие речи мы могли слышать только от либералов и оппозиционеров. И вот, их уже повторяет наш непревзойденный геополитический гений. Мастер многоходовочек, который уже 25 лет руководит самой богатой полезными ископаемыми страной. Вспоминается бородатый анекдот. Поставьте коммуниста руководить пустыней, и очень скоро в ней начнется дефицит песка. На Восточном экономическом форуме мы узнали, что Российская Федерация, обладающая крупнейшими в мире доказанными запасами газа, более 60 триллионов кубометров, оказалась неспособна обеспечить не только внешний рынок, но даже и внутреннюю инфраструктуру. Но выход есть. Владимир Путин четко дал понять, что принимает самое активное участие в решении данной проблемы. И потом еще предложил всем перейти на уголь. Смотрите, давайте посмотрим. Обостряется и топливный кризис. В нескольких регионах продолжается рост цен на бензин, а в части из них по-прежнему заявляют о дефиците. Ранее с нехваткой бензина столкнулись Забайкалье и Крым, где власти вернулись к советской практике торговли топливом по талонам. Дефицит с многочасовыми очередями КЗС возник в Приморье, а на Курильских островах продажу бензина останавливали полностью. Что случилось? Почему все это происходит? И это при том, что российские власти ввели полный запрет на экспорт бензина. Если в середине августа цены удавалось сдерживать и чиновники на местах заявили о стабилизации ситуации, то в начале сентября цены на топливо вновь начали ставить рекорды. По подсчетам Reuters, российские нефтяники потеряли уже четверть перерабатывающих мощностей, и судя по последним данным, эта цифра будет только расти. Но помимо нефти и газа, есть же еще металлургия. Посмотрим, каких результатов добилась сильная и уверенная рука Путина тут. А тут в одной из крупнейших сталелитейных компаний России заявили о начале кризиса масштабов 90-х. Об этом в интервью РБК рассказал Александр Шевелев, генеральный директор Северстали, одной из крупнейших металлургических компаний России, на которую приходится 14% всей выплавки стали в стране. По металлургам ударили экспортные ограничения, связанные с санкциями. А усугубил кризис беспрецедентно долгий период высокой ключевой ставки Центробанка. Дефицит финансов способен превратить промышленные предприятия в груду ржавого металла, предупредил Шевелев. По данным Росстата, в прошлом году российская металлургия сократила выпуск на 1,5%, несмотря на спрос оборонных заводов. А в этом спад ускорился до обвала. В июне падение составило более 10%. Экспорт стали из России из-за санкций обрушился на треть. В прошлом году сталевары смогли вывести за рубеж 20 миллионов тонн продукции против 31 миллиона тонн в довоенном 2021. Тут вы можете возразить. Пусть мы потеряли часть экспорта, но зато мы больше не работаем с коварным и хитрым Западом. У нас есть союзник и надежный торговый партнер – Китай. Но в такой схеме есть один недостаток. Если у вас один клиент, то не вы диктуете цены, а он. Ну что, у нас нет другого выхода, кроме как пойти на, как говорится, вторую роль, на роль вассала Китая. Такая ситуация – это все, чего добился Путин ценой сотен тысяч жизней и за счет гибели целых отраслей. Ребят, тут есть один неприятный момент. Нынешний Китай очень жесткий, циничный хозяин. Это не Советский Союз 1950-х годов. Мы действительно бескорыстно развивали Китай. Нынешний Китай этого делать не будет. Нынешний Китай, он жестко превращает нас в сырьевую колонию. Он добивает наш реальный сектор потоком своего производства, своих товаров. Мы только сырье, ребята. Он держит нас, хочет держать нас в полупридушенном состоянии. В данном видео мы проанализировали ситуацию всего лишь в двух стратегических отраслях. Но если перечислять все экономические проблемы, нам не хватит и часа. Я знаю, что многие критикуют идею независимости Башкортостана за то, что у башкир якобы нет опыта в управлении государством, что новые люди не смогут самостоятельно строить промышленность, вести бизнес и на должном уровне обеспечивать развитие общества.
Но у меня есть вопрос. А возможно ли управлять страной еще хуже, чем это делают питерские гопники? И что же нужно будет предпринять молодому правительству, чтобы уничтожать свою страну еще быстрее, чем это делает Кремль? Башкортостан, в отличие от неудачливых шпионов и штази, имеет опыт создания государственных институтов. Башкирское правительство 1917-1919 годов можно ставить в пример остальным по способности к самоорганизации и эффективности управления. И все это в доинформационную эпоху без скоростного транспорта и цифровой связи. Башкортостан является развитым индустриальным регионом. Нефтехимия, машиностроение, аграрный сектор, в которых задействованы десятки тысяч специалистов. И при этом он остается убыточным, дотационным регионом и, как и вся так называемая Российская Федерация, стоит на пороге экономического краха. Сегодня еще не поздно задуматься, какое будущее мы хотим для себя и своих детей. Жить в системе, где решения принимаются далеко за пределами родной земли и интересы народа приносятся в жертву чужим амбициям? Или строить свое будущее, свободное, справедливое, открытое миру, в котором башкирский народ сам определяет свой путь? Мы должны задать себе прямой вопрос. Готовы ли мы и дальше быть статистами в чужом спектакле, терпеть разруху и унижение тех, кому нет дела до нашего будущего? Или настало время взять судьбу в собственные руки, вернуть себе право решать, как жить, что строить и во имя чего развиваться? Пришла пора понять, что будущее Башкортостана зависит не от Кремля, оно зависит только от нас самих.